Коми набирает популярность сайт объясняем.рф. Новый ресурс запущен правительством России для информирования граждан по самым актуальным вопросам. Помимо событийных тем, на портале публикуются разоблачения фейков. Преимущество нового сайта оценила заместитель директора по молодежной политике Республиканского центра детей и молодежи Ольга Залевская. Самое главное достоинство этого портала в том, что там сейчас публикуется самая актуальная и свежая информация, которая может быть интересна жителям России. Все очень подробно и понятно описано. Кроме того, очень важно, что там имеется отдельная вкладка про стоп-фейк, где говорится правда, разоблачаются какие-то фейковые новости. Это сейчас очень важно, чтобы люди, может быть, не пытались самостоятельно искать и опровергать какие-то новости, которые они узнают. Но вот там на этом портале можно прямо уже подборку обнаружить и для себя сложить какое-то собственное мнение. Жительница Усинска, директор музейно-выставочного центра «Вортес» Альбина Сиванян призывает своих знакомых верить проверенным источникам. Достоверную информацию по спецоперации в Украине она читает на сайте войнасфейками.рф. В иностранные соцсети стало невозможно заходить. Ведется грязная информационная война. К чему эта война? Почему западные социальные сети поддерживают такие провокации? Это просто отвратительно. Самое правильное решение сегодня и вчера – это принять предложение России и сесть за стол переговоров. Только вот такой дипломатически правильный шаг не устраивает Запад. Сегодня Запад платит только за разжигание ненависти между нашими народами, за подрыв обстановки, за раскол русского мира. Для меня не является новостью то, что главная задача террористов – это посеять панику. Чем они занимаются сейчас? Все больше жителей Коми поддерживают специальную военную операцию российских войск на Донбассе. По мнению председателя Кайгородского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Игоря Беккера, план неонацистов на Украине провалился благодаря решительным действиям президента России. Я поддерживаю признание независимости и вообще поддерживаю Путина. Давно нужно было провести такую спецоперацию и поставить Украину на место. Сколько можно терпеть России эти унижения? Она этого не заслужила, а также убивать своих мирных жителей и детей Донбасса. Это наша территория. Перспектива введения жестких санкций меня не смущает. У нас все есть. У нас такая огромная территория. Россия всегда была миротворцем и защитником слабых. Запад в очередной раз решил испытать нас, забыв историю. Напомним. Слова поддержки жителям Донецка и Луганска в своем видеообращении выразила и директор Северной музыкальной школы Воркуты Елена Первушкина. Воркута – небольшой город, расположенный на крайнем севере. Воркутинцы всегда поддерживали российский народ. В годы Великой Отечественной войны Воркута снабжала углем всю нашу страну. В 2021 году Воркуте было присвоено звание «Город трудовой доблести». Сейчас, в это непростое для нашей страны время, мы говорим «мы едины». Жители Донецка и Луганска, Республика Коми с вами. Мы верим в силу единства, патриотизма, в силу любви и мира.